Приветики! Меня зовут Маша Осипова. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм, запрещенный в Российской Федерации. И я только что записала в сторис свои мысли по поводу вчерашнего рейва. Я вчера была на рейве. Сначала хочется поблагодарить организаторов за такое классное мероприятие. Это по-любому мероприятие, которое не окупается, скорее всего. И главным спонсором выступил МОЗ. Тара, привет! Спасибо вам большое. И сейчас я записываю прямо искренне от своей души, потому что хочу запомнить эти эмоции свои. Вообще очень классно. В коучинге, например, есть, что коуч должен создать среду безопасную для клиента, где он может раскрыться. И вот, например, если это переносить на вчерашнее мероприятие, то это как организаторы сделали такое пространство, где каждый пришел и чувствует себя в безопасности, чувствует себя комфортно, чтобы получить удовольствие от исполнителей, от музыки, от атмосферы, от окружения. Еще я всегда говорю, что когда собирается больше 3 людей, 3 и более людей с одними интересами, то создается поле, и оно усиливается, чем было до, когда они ходили по отдельности, вот эти 3 человека. И если учитывать то, что вчера собралось больше 1000 людей, и если соединить их энергию, и она причем не суммируется, да, а в геометрической прогрессии как-то так вообще усиливается, и это чувствуется. Вот даже на мировых концертах, я, кстати, ни на одном еще не была, очень мечтаю, но от этих концертов даже через экран телефона вот чувствуется энергия. Вы, наверное, видели, смотрели, чувствовали сами. И вот это очень похоже на энергетику исыха, когда ты получаешь алгыс. И раньше, допустим, если рейв был частью исыха, да, исых прям вообще огромная вселенная, огромная. Мне кажется, аналогов нету исыха. Это самый классный фестиваль, который я знаю. И раньше, если рейв был частью исыха для молодежи, да, молодежной программы, то потом в какой-то момент оно отделилось, и я, по-моему, в последний раз была на рейве где-то в 2017 году на Исхатын во время исыха. И после этого они стали как-то, отделились и отдельно стали проводиться. И вот мы переехали, и я, как всегда, с Москвы там с завистью смотрела на сторис, когда видела, как мои друзья, подруги танцуют под якутские песни, и это прям вообще чувствовалось даже через экран. И вчера я почувствовала впервые за долгое время, почувствовала сама на себе с друзьями. Это прям вообще супер классное ощущение, даже не знаю, как это описать, потому что вот в сторис то, что я пыталась рассказать, то, когда видишь, что больше 1000 людей танцует под якутские песни, поет вместе с певцом, вот эти все, знают все слова, поют. И ты чувствуешь, что вот эти переживания насчет того, что мы теряем язык, вот эти переживания насчет того, что вот наша нация там исчезает. Не будет такого точно. Если каждый будет заниматься своим делом от всего сердца, то точно мы не пропадем как народ. И вообще прям я в этом вчера 100% убедилась. Мне такая мысль еще пришла, когда в Москве я была беременна и что-то вязала, сидела. И вот эта же мысль пришла ко мне тогда, когда я вязала. Я слушала якутские песни на ютубе, включила плейлист и вязала. И вдруг ощущаю, что что-то не так. И поняла, про что мне мысль пришла. Что если каждый будет заниматься своим делом от всего сердца, вот, как он чувствует, как он любит, то если каждый, например, да, вот, допустим, есть феномен якутского кино, если
как они называются, те, которые делают кино, вы красавчики. И если, допустим, они будут делать, ну, кино будет сниматься, песни будут петься, танцы будут танцеваться. Не знаю, как это можно сказать. Простите, если неправильно. Но в целом, если каждый будет, писатель будет писать свои книги, там, блогер будет снимать свой контент, и в целом портные будут шить, да, рукодельницы будут шить свои, ну, от всего сердца свои изделия, то мы не пропадем как народ. Мы не пропадем, как наш язык не пропадет. И вот в тот момент, а если до этого, по-моему, если до этого у меня был страх того, что мне нужно передать свой родной язык детям, чтобы, вот, чтобы не потерять, это, и раньше это, если было из чувства страха, то в тот момент, когда я это поняла, я поняла, что это должно идти из чувства любви. Из чувства любви, когда ты с любовью, от всего сердца, без страха, без перекладывания ответственности на школу, садик, окружение, просто от всего сердца будешь делать то, что тебе нравится. Любить своих детей. Это не может не нравиться. Общаться с ними. Вот если каждый будет делать то, что ему нравится от всего сердца, с чувством любви и благодарности, то это принесет вообще колоссальный результат, чем делать это из чувства страха, из того чувства, что мы пропадем, мы там, то еще, короче, что вот, из чувства, не из чувства, а из позиции жертвы, наверное, да, из позиции жертвы, когда все вокруг виноваты, а ты такой белый, пушистый, и тебе никто не помогает, или из позиции, ну, из детской позиции, когда тебе все вокруг что-то должны. То это точно не принесет результата, чем ты будешь делать это из самого, из сердца, в общем. Это скорее тот самый компонент, наверное, да, рейва, когда они же делают то, что любят, поют, да, исполнители наши. И энергия их чувствуется, и они чувствуют энергию, которые пришли, ну вот люди, которые пришли на этот рейв, они прям вообще дарят вот такой заряд исполнителю, певцу, что они тоже заряжаются от этого. И это энергообмен. И сейчас я записываю, тоже, видимо, делаю какой-то энергообмен вот организаторам, исполнителям. Вообще прям супер благодарна друзьям, которые со мной пошли вчера. Всем, кто был рядом, там радовался, стоял, там, пел, танцевал, кайфовал. И причем это, видимо, фестиваль, потому что там был не только концерт, там были какие-то еще выставки, эти были какие-то, чуть не сказала, фантазеры, как называется, гипнотизеры, фантазеры, фокусники были, татуировки, по-моему, еще делали, еда, напитки. В целом вообще было очень классное чувство, что ты пришел куда-то в другую реальность тусовщика. Вот. Самый прикол в том, что мы думали, что мы идем на концерт казашки, Лили, по-моему, ее зовут. Я вообще ее не знаю. Просто мне захотелось сначала изначально танцевать, Просто я захотела танцевать и купила билет. А потом, когда пришло, ну, мы уже там были, когда начали выступать наши якутские ребята, я вообще прям... Мы стояли вот так вот, переглядывались с Наташей и думали, блин, этого же не было в программе. И каждый артист для нас был вообще как подарок, в общем. И это было прям вообще супер, короче. И причем не только вот
артистам ты удивляешься, да, а песни, которые они поют, вообще прям уносят тебя в какую-то параллельную реальность, где ты еще юный, там, не знаю, школьник или там абитуриент, и э, просто восторг, как песни могут переносить человека в другую реальность. Там, где у него нет забот, нет каких-то своих, ну, и, в целом переносит тебя туда, где ты другой, где ты ощущаешь себя по-другому. И вот через эти ощущения ты вспоминаешь себя, собираешь как будто бы себя по кусочкам. Вот же и то, что я люблю, вот то, что мне откликается, вот что меня заряжает. И это прям вообще суперские ощущения. А еще, наверное, про смысл песен, наверное, хочется сказать. Потому что я не знаю, ну, не знаю, может, я ошибаюсь, но, допустим, в якутском, в российском шоу-бизнесе, в мировом шоу-бизнесе все песни, которые популярны, они не несут какую-то такую большую смысловую нагрузку. Допустим, из российских исполнителей, например, мне отзывается только Манижа, да, с ее текстами, ну, и Земфира, Децл раньше были. А сейчас как бы я не знаю тех исполнителей, которые закладывают в свои песни какой-то смысл, какое-то послание. А все остальные как будто бы песня ради песни. Вы можете со мной не соглашаться, естественно. И вчера, например, вот большая часть песен, они были как послание предков, реально. Послание предков нам, чтобы мы жили, творили свою жизнь. Каждый занимался тем, что ему нравится. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Сейчас я вставлю отрывки от рейва, чтобы сохранить для себя, видеть, прочувствовать это все через время. И кстати, мне еще когда вот писали, я выставила в сторис немножко своих мыслей, и мне женщина одна написала, одно сообщение было. Пишет женщина, она говорит: здравствуйте, мне 61 год, я очень люблю всех этих певцов, Киджа, Джиду, Фиесту, Пансаж, и очень люблю их песни, слушаю их, но очень стесняюсь ходить на такие рейвы. И в этом же сообщении она последним сообщением написала, что в следующий раз я точно пойду. И для меня это вообще прям достижение. Если даже один человек вот после просмотра этих сторис, как будто бы бессмысленных, да, решился выбирать себя, свои интересы и просто разрушил какие-то рамки у себя в голове, то все, что я делаю, все, что я снимаю, чем я делюсь, это не зря. И если хоть что-то, какая-то мысль у вас отозвалась, напишите в комментариях, я буду очень рада. Всем спасибо, пока! Надеюсь, эта говорящая голова станет наконец-то этим, как будто у меня пробка прорвалась, а пробка открылась, да. Я очень долго хотела снимать именно такого формата говорящие головы, и, не знаю, что-то меня останавливало. Надеюсь, что теперь будет таких форматов больше. Всем спасибо, пока! Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Gülünlü dağlar erdine Kaynak vurdu keredi Sürevi Akdi vertelere Rutinli susahkan ya Bukan mati kau dalam salam
Kardeşkalığın da bilen de var öyle. Canım olur, ülkelerde bir... Ne var geliyoruz bir yaka? Hey! Kareli bir dinle her kadar durun. Bana de. İligin ağal iligin İtere kapkara dirin onar kaykarağın Tınakti tutan sirmigin İligin ağal ağal iligin İtere Hep peteh kıllarım ey yaka kadın. Canlı yapalım Barcanım. Bu. Nasıl bakayım? Открывается врата высоко на облаках Зажигается огни Кто-то поет мелодию свою, навстречу солнца поднимаем руки, вместе босая, вместе качаем тело вправо. Сестры и братья, самые близкие, вместе мы стоим. Чистым плачем северного края, сама сайна, сайна сука на виде. Сама на бана виде, гламы, сахалы салканы на баре виде. Кümmetlikte, sırtı dibinde, kümmetlikte, barı виде. Сахазыры самолета, родная саванна, алана кацалавана, кацами санамна, санна. Passage Fiesta! Let's go! Bir de dinle. Tampil tubunan teres ulu butai Sudah dolgu yang pasta ulu butai Dönel bakta olan solkan mumutai Korsun bayada kastun munamutai Utap talir tayarı Eygin nuranıları Putin aktilları İstuhat tananari Pusat matak taptal bolos softa Taybut sana parita hayata kolokta İtemey miyaha eder sederim Kanada bol miner yükkerterim Pusat matak taptal bolos softa Taybut sana parita hayata kolokta İtemey miyaha eder sederim Kanada bol miner yükkerterim Eğim görsü büttügen bitkem simmerdi İş yok amca. Dayandı. Hadi bak. Harap bensimabin Hayulatin istabin Latin tengenge kadar kurdu unni Beledi ehenan Gün üneydin min setihan
Sayın direk, sayın göğüs günleri Duyala sürü, duyaladıyız Soğuğuna da geri dağlar günleri Geri kurup Kanada kayız Amalaya yürü akadi Sandar sandar arızayız Gömüz gönül gafideme kiraslı Midamını yer amugum Ayak duruğa turtağa Vatin digar anadağa Skatoy puturan kayta yuga Uradı yakkaya çokkaya Arsargı adriyaga Andoy kuga nirgiyeğe Öfsede uran kayayma uhuğa Öfsede nuga hem sargıtığa Sargıtığa Öfsede uran kayayma uhuğa Oh kaydan ayuğa Oh kaydir ahuğa Ahya kaydir ahya kay Çalingara şakayda Oydan oydan izyalar Elde yakabit sağatka Ertinli bittilları Erten cünani yeğe Ama var ya haniden yutan Arayütten tutalım Bir baybı, ulu jomut, namak poput kosun, ağlar kalır bütler oğunak, karıstek kabelekleri, gömüş kökte amut pudut, dilin nereye öteye atı, durgur duaka kançarını. Kulak koyamuk uhuakta, tutulun tutuhan bir yere. Ebügem turundan tuvayoğlu, oydan turar onuttun. Ebügem turundan anlayalım, onu aytın mı koşla durdun sider mi fit? Ahva kaydir ahvaka, ahya kaydir ahyaka. Çalingara çakayda, oydan oyan ihyele. Eller yakabit sağatka, ertinli bittilları. Erten cünani yeğe Ama var ya haniden yutan Arayütten tutalım Urun! Urun! Bitti mi? Bir
свою обманом. Просто влюбился я, обманывать себя не стану. Пройдешь, не узнав, либо ты в чужих объятиях. И даже через боль я могу любить тебя. Что же со мной происходит? Да и время не лечит. Это твоя игра, хотя она не стоит свеч. Игра мне чужая, до боли незнакомая. Где тут выход? Но выйти тоже не хочу я. И даже через боль, через муки расстояния, линии грусти на бумаге за любовь без ответов. На так вопрос застывший. Почему все так?